Төгөрөк столго кош келдиңиздер. Бүгүн ушундай отуруп, Кыргызстандагы болуп аткан окуяларга кененирээк көз чаптырып, байкасак, карасак деген ой максат болгон экен. Бүгүнкү төгөрөк столдун демилгечилери негизги кайдыгер эмес жаштар, азаматтар, жигиттер. Мени ошол төгөрөк столго модератор болуп алып барып берүү жагын суранышкан. Ошону уруксат берсеңиздер, бүгүнкү төгөрөк столдун ишин ачык деп жарыяласак, ишибизди баштасак. Бизде сиздерге таратылгандай эле 3 багытта иш жүргүзөбүз. Жалпы темабыз Кыргызстандагы социалдык-экономикалык жана укуктук жагдайлар. Тема абдан чоң, маселе оор. Ошондуктан 3 багытты тандадык. Биринчи маселе мамлекеттик саясий ишмер Ишенбай Дүйшөнбеевич Кадырбековдун билдирүүсү. Темасы шайлоолор, кемчиликтер жана сунуштар. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бир эмес 2 жолу Ош, Бишкек шаарларында жергиликтүү кеңешке шайлоолор болуп өттү. Алардын жыйынтыктарын жокко чыгарышты. 2 жолу тең 10 миллиондогон, 100 миллиондогон сом акча кетти. Анын каражатын ким толуктайт, ким калыбына келтирет? Эмне себеп болду жокко чыгарууга? Эгер мыйзам бузуулар болгон болсо, далилдендиби? Далилденсе, мыйзам бузууларга кимдер себепчи болду? Эгер мыйзам бузууларга себепчилер болгон болсо, алар кандай жаза алды? Логикалык суроолор. Экинчи маселебиз Кыргызстандагы түзүлгөн экономикалык абал, баалардын аябай катуу өсүшү. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, күн санап эмес, саат санап өсүп атат. Түшкө чейин барсаң бир баа, түштөн кийин барсаң экинчи баа. Айрыкча биздин кыргызстандыктарга өтө керектүү болгон un азыктары, май, картошка, сабиз сыяктуу жемиштердин, тама баштардын баалары дээрлик карматыксыз болуп өсүп бараткандыгынын маселеси, анын себептери жөнүндө. Эмне үчүн ушундай баалар тез өсүп атат? Ал боюнча Кыргызстанда жаш, мындайча айтканда, династия тарабынан келатат деп айтсак болот. Алмаз Сарыбаев деген жигитибиз экономист. Алмаз Сарыбаевдин атасы да Баймабай, билесиздер, экономикалык жагдай боюнча көп маселелерди серепчил катарында да чыгып айтып жүргөн. Эми бүгүн Алмаз Сарыбаев мырза ошол түзүлгөн кырдаал боюнча билдирүү жасайт. Үчүнчү маселебиз биздин баардык коомчулуктун көңүлүнө көп таштай тийген маселе бул фейк маалыматтар. Фейковая информация как государственная политика деп суроо коюп атабыз. Ошол фейк маалыматтар кайдан чыгып атат? Кайдан чыгып атат? Эмне үчүн чыгып атат? Кантип чыгып атат? Кандай технология менен чыгып атат? Кимдер тарабынан каржыланып атат? Эмне үчүн ошондой маалыматтар чыгып атат? Деген теманын тегерегинде бир аз ой жүгүртөбүз. Бул кийинки төгөрөк столго жем таштоо. Кийинки төгөрөк столубузду ушул маалыматтык коопсуздук боюнча өткөрсөк деген оюбуз бар. Информационная безопасность на сегодняшний день становится самым главным вопросом в безопасности для любого государства. Буквально позавчера вы, наверное, видели интервью президентов 2 держав, которые абсолютно разную информацию распространяют и толкуются по-разному. Это и говорится, что это фейковая информация, касающаяся по Украине. Казалось бы, авторитетный человек, глава государства, заявляет о том, что глава государства другого государства
говорил именно так и никак иначе. А глава этого государства, то есть Соединенные Штаты, его пресс-служба категорически опровергает, что такого не было. А у нас в Кыргызстане это родина, наверное, фейковой информации. Раньше мы говорили на уровне одна бабка сказала, а сейчас бабушки, наверное, и то говорят более правдивые вещи, нежели в различных сетях интернета. Мына ошо 3 маалыматтын, 3 талкуунун натыйжасында биз ушул жерге жыйналган азаматтарыбыз талкуулап көрсөк, андан кийин сунуштар бар. Сунуштарды биз резолюция катарында кабыл алабызбы, же кайрылуу катарында кабыл алабызбы, сиздер менен акылдашып чечсек. Мына ушундай күн тартиби. Биз 3 маалыматты тең угуп бүткөндөн кийин талкууга өтөлүбү же ар бир маалыматтан кийин талкуулап отуралыбы? Кандай дейсиздер? Ар бир маалыматтан кийин өз-өзүнчө калгандар. Анда мен сиздерди катуу токтотом. Себеби убакытты биз карманышыбыз керек. Саат 5:30 чейин иштесек деген оюбуз бар. Талкуу бүткөндөн кийин анан жарыш сөз кылсак, андан резолюция ошол сунуштарды кабыл алуу мезгилинде танапис кылып кофе брейкке чыксак болобу? Бир 10-15 мүнөткө чай ичүүгө. Жарайбы? Кошумча алынча жокпу? Жок болсо анда биринчи маселе боюнча экономикалык абал, баалардын өсүшү жана анын себептери боюнча маалыматты Алмаз Сарыбаев мырзага берсек. Алмаз мырза, келиңиз. К большому сожалению, экономика нашей страны продолжает падать на фоне других государств, где наблюдается рост экономики и оживление инвестиционной деятельности. Я сразу приведу цифры и аргументы. То есть снижение ВВП. ВВП – это ичкінің продукциясы. 20 жылы снижение 8,6% болды. Был 9% где-то также. Минус. То есть идет снижение. Данные сравнительно на душу населения у нас $1309 на человека. Для сравнения, в Армении эта цифра составляет $4622. То есть, если так объяснять, ВВП на душу населения, то есть это средний показатель годового дохода на человека. Это нужно делить на 12, и это будет ежемесячный доход, средний показатель. Дальше идем. Уровень инфляции у нас составил 9,7%. Это начало года. То есть, если вы понимаете, мой прогноз личный, мой личный прогноз, до конца года мы уже выйдем на двузначную цифру от 10 до 15%. То есть это ощутимо весомо. Приток инвестиций за 2020 год у нас составил всего 537 миллионов, чуть больше. В это же время отток капитала 939. То есть сальдо отрицательное. Приходит меньше денег, уходит больше денег. Дальше заработная плата у нас осталась на том же уровне, $246 в месяц. Торговый баланс возьмем, у нас тоже отрицательное сальдо баланса, минус 215 миллионов долларов. И страновой суверенный рейтинг на сегодняшний день составляет B2. Я немножко объясню, что такое B2. Это в мире есть несколько крупных рейтинговых агентств, такие как Fitch, Moody's, S&P. Вот они дают по обращению компаний, стран рейтинг. Вот так вот у нас основной базовый показатель является страновой суверенный рейтинг. B2 – это негативный. На основе этой оценки состоит 60% политика, 40% туда берутся все базовые показатели: образование, медицина, политика, экономика. То есть на основе всех этих базовых оценок дается рейтинг, и в том числе экономика.
Дальше идет уже С, С1, С2, С3. То есть это уже преддефолтное состояние и дефолтное состояние. А преддефолтное состояние – это уже когда государство, страна не в состоянии обслуживать и внутренние, и внешние свои долги. Так, дальше пойдем. Значит, валютный резерв у нас составляет 2 миллиарда 673 миллиона. Кажется много, 2 миллиарда 673, на самом деле это не так уж и много. Учитывая, что Национальный банк нашей страны в период интервенции тратит десятки и десятки миллионов долларов США. То есть это можно счислить, что у нас не такие большие золотовалютные резервы. Дальше государственный долг у нас составляет уже 5 миллиардов, ниже 5 миллиардов. То есть примерно соотношение это 65% ВВП. Это уже является зоной риска. Дальше. Теперь немножко процент начисления живущего населения за счет той бедности. Я вам статистику приведу. В Таласской области за счет той бедности проживает 20% населения. Это означает, что такое бедность населения, еще такое черта. Это когда человек живет на менее чем $1 в день. Это называется черта бедности. В Чуйской области 21%. Город Бишкек, где мы с вами живем, 15%. Иссык-Кульская область 24%. Нарынская область 28%. Волжская область 30%. Баткенская область 35%. Жалалабадская область 40%. Талас, я уже говорил, 20%. Ребята, это страшные цифры на самом деле. Теперь по ценам, значит, на продовольствие. За год растительное масло повысилось на 54,6%. В среднем. Картофель на 46%. Куриные яйца 35%. Мясо 27,5%. Мука 16%. Вот. Помимо этого еще значит, выросли на безалкогольные напитки. Цена хлеба выросла на 5,2%. Мука, насколько вы знаете, свыше 70% у нас импортируется из соседнего государства Казахстана. Я занимался раньше мукой пшеницы. Я вам скажу, то, что мы с вами кушаем белый хлеб, лепешки, лагман, это вся мука пшеницы из Казахстана. Северные регионы это Атбасан. Почему? Потому что в нашей пшенице высокая строгость, вот, низкая клейковина. По этим показателям мы тоже отстаем. А наша пшеница, она уходит в больницы, военные части, детские сады и так далее, то есть бюджетные направления. С учетом общемировой тенденции влияния пандемии, сокращения сельскохозяйственных земель, роста стоимости ГСМ, глобализации экономики, потепление климата, уничтожение ледников, уменьшение запасов пресной воды, увеличение потребления населения, роста населения в мире, урбанизации, прогнозируется дальнейшее сокращение продовольствия во всем мире. И учитывая, что мы импортозависимая страна, в том числе продовольствие, ожидается дальнейший рост цен на продовольствие. В случае повышения цен на электроэнергию для населения и бизнеса это приведет к еще большему увеличению стоимости продуктов, производимых в стране. В первую очередь на хлебобулочные изделия и другие товары первой необходимости. Почему на хлебобулочные изделия? Любой хлеб выпекается с помощью электроэнергии, трехфазка, а потребление трехфазки очень высокое. Поэтому удорожание электроэнергии в первую очередь ударит по хлебобулочным изделиям. Исключение составляют только конденные. Дальше. Покупательская способность сомы ежедневно падает. Все эти внутренние и внешние в совокупности факторы приведут к еще большему обнищанию населения. Отдельная тема – это девальвация сомы, национальной валюты. Она составляет свыше 20%. И это помимо инфляции. То есть сама по себе любая валюта, иностранная валюта, она теряет стоимость ежедневно. А наша валюта по отношению к твердой валюте еще больше теряет покупательскую способность. То есть девальвация она очень сильно тоже идет.
По оценкам Всемирного банка, до пандемии данные 20% населения было за чертой бедности. Уже сейчас показатель достиг 31, и прогноз может подняться до 35. Эти данные Всемирного банка – это очень щадящие показатели, щадящие оценки. То есть они не берут более реальный глубокий охват населения. К сожалению, со стороны администрации президента, почему администрации президента, у нас нет кабинет-министров, то есть, но это является техническим органом. По новой конституции у нас новая страна, новая конституция, новые законы. Поэтому администрация президента будет уместнее, если я так скажу. Имеется непонимание всех угроз и рисков, в том числе и экономических процессов, происходящих в регионе и в мире в целом, что, несомненно, отражится на благосостоянии наших граждан. И может уже и больше. В условиях жесточайшей конкуренции между странами в период пандемии, когда на первый план страны ставят продовольственную безопасность, не делаются конкретные выводы, не проводится полноценный анализ текущего состояния. А главное, до сих пор нет четкой, ясной, конкретной экономической политики нашей страны. Спасибо за внимание. Азмат Алмазмырза. Сұраулар бар ма Алмазмырза? Мен тақтау ретінде де сіз 9% минус деп отырсыз. Қайсы мерзімде қамтыды? Айтсайған. Бірінші квартал сатып комитет 11,5 бітірді. Минус 11. Банкингтегі сіздің мағлұматыңыз шынымен келатынын айтылған себептерінен ашық Рәсми мағлұматта мен сатып комитеттің өзінен қабылдады. Төменде 11,14%. Ашты 11,5. Нашымен оптимист. Бірінші квартал 3 айында 11,14% өсті. Енді әділет қатары, әділет қатары жақсы показательдерді қарастырсаң жоқ екен, таппалой. Бұлар өздері квартал сайын еме шығарып, бюллетень шығарып қалды. Сол жерден қарап тұрды ма? Официально мен де шемен де 11-ден бір қош керек деп. Дағы бар сұраулар. Жаңа сөйлештік, әрбір баяндамадан кейін талқылаймыз. Вопросы короткие, ответы короткие. Если будем размышлять, тем более Алмаз Мырза, он человек научного склада ума, очень распространенно отвечает. Да, нет, так, будет и невозможно. Вот так надо отвечать. Себептері не де? Себептері, yana айтылпай, кадр мәселесі. Барлық мәселені кадр шешеді. Бүтті, барлық нәрсенің ішінде, ошоның ішінде бар, қамтылған ішінде. Ананың бары, мынауды алыш керек, дегенде алыш керек деп отырғанда бізге 5 жыл жетпейді. Ұлы Атамекендік соғыстың мезгілінде 1,5 жылдың ішінде Европалық бөліктен, СССР-дің Европалық бөлігіне, Азиялық, Уралдың бер жағына 1,5 мыңнан ашық завод фабрика көшірілді. 1,5 мыңнан ашық завод фабрика. Bir айдың ішінде завод фабрикалар Атшығас манасында құрылып, іштеп, продукциясын беріп баштаған. Ошоның ішінде бір мық жоғалған емес. Эшелонда фронтқа ташылды, фронттан заводты ташылды. Ушындай, емне үшін ұйыштырушылық керемет болған. Тәртіп керемет болған, көзөмөл мықты болған. А бізде акимдердің аз ешнәрсе білмейді. Сөйлемнен қалайсың, әрегеде министрлердің орынбасары, қайсы район, қайсы обласқа кірерін білмей отырған болса, қайда кадр шешіктер? Біз қанша жылдан бері айтып келе жатырмыз, мұны ол айдау жерлерге құрылыс құрылымды тоқтатышымыз керек. А продовольственной безопасности мы лет 15 тому назад трубили. Кыргызстан нет в состоянии обеспечить продовольственную безопасность. Не надо воевать с нашей страной. Если просто создать блокаду, извините меня, голод не тетка, да? Их волны в этом чекрес. Полностью мы уничтожили производителей пшеницы. Почему? Потому что парламент убрал таможенные пошлины ввозимым мучным изделиям.
Почему? Потому что 3 тегірменші, 3 мукамол парламентте отырған. Ошолдун кызыкчылыгы үчүн. Бизнес. Унду ким алып келип атат? Казакстандан, Россиядан ким алып келип атат? Мариям алып келет, Алина алып келет, Акун алып келет, башка алып келет. Мы должны говорить вот это открытую, горькую правду. Анан ал жактан, бул жактан, китептен, тигинден, мындан түшүнбөйт аны биздин элибиз. И түшүнгүсү да келбейт, түшүнүшү мүмкүн да эмес. Элге эмне керек? Курсагын тойгозуу керек. Ким? Өкмөт. Кантип? Ал уже өкмөттүн маселеси. Ошол бир эле мыйзамды кабыл алуу менен 1,5 миллиард сомдон ашык зыян келтирген парламент. Мына отурушат азыр. Мына ушул парламентте өкмөт мамлекеттин башчысымын деген азамат легендарлуу тарыхта калат. Кайдагы тарыхта калат? Эң караңгы, эң чыккынчы, эң кыргыз элине зыян келтирген парламент катарында калат. Я не понимаю. Кантип баа бериш керек аларга? Кантип баа? Эгерде бирөө 5 000 сом, 10 000 сом, 20 сом, 20 000 сом алып кетсе, бүгүнкү УКМК деген жар салып атат. УКМК коррупция менен күрөшөт. Перестаньте, ребята. Перестаньте играть. Если путем принятия одного закона наносит огромный, более полумиллиарда сомов вред, этот парламент, по словам Джапарова, легендарный. Позор. Вот ошол менен кыргыз буудай өндүрүүчүлөрү Казакстан, Россиянын буудай өндүрүүчүлөрү менен келишише албай калды. Пайдасыз болуп калды. В результате мы уничтожили всех крестьян как класс. Вот вам, пожалуйста, продовольственная безопасность. Анан душман издеп жүрөт. Душман мамлекеттин ичинде болот. Душман парламенттин ичинде, душман өкмөттүн ичинде болот. Мына ошентип зыян келтирип аткандардын баардыгын ачыктан ачык чыгарыш керек. 3 тегирменчи Кыргызстандын бүтүндөй буудай өндүрүүчүлөрүн жокко чыгарды деп айтышыбыз керек эмес. Анан ал суроолорду беребиз, бул суроолорду беребиз. Урматтуу замандаштар, сиздер карап көрүңүздөр. Баарыбыз айылдан келгенбиз. Өзүңөрдүн районуңардагы шайланган акимдерди карап көргүлөчү. Шайланган айыл өкмөтүңөрдү карап көргүлөчү. Мурдун кайсы десе оозун көрсөтүп отурган. Бүтүндөй кем чоңтойлор. Карап көргүлө. Мектептин директорлорун карап көргүлө. Ким болсо айтат, жаза берет, боло берет, катасы болсо эч нерсе эмес, жаңылбаган киши жок. Биз ушинтип жаңылбаган киши жок деп отуруп, азыр фейковый новости дегенге келебиз. Мамлекет сазга батып бүттү. Экономикам да ошол жакта, саясатым да ошол жакта, ички тышкы мамилем да ошол жакта калды. Четтинен сабатсыздык, караңгылык, кесипкөйлүктөн деген жыты жок. Мына ушундай азаматтар келип атабыз. Алмаз мырзага ыраазычылык билдирем, экономикалык гана аспектин карап келди бул киши. Экономикалык жак. Ошого эмне себеп болуп атат дегенде кадр деп баса белгиледи, бирок кадрды дагы чечмелей турган болсок, биз түйүнтө башка жакта жатат. Аны биз ачык сүйлөп түшүндүрүшүбүз керек. Сизде суроо болайын дедиңиз, сурооңуз бар, сиз алып өтөңүз. Дагы бар суроолор? Нурбек мырза, азыр кезекме. Нурбек мырза. Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Нурбек Кубанычбеков, Жаңы Абад областынын Сузак районунун жарандык активисти саналып турабы. Менин суроом мына 2020-жылы октябрдан кийин эт кымбаттап кетти да, кездикте. Ушуну биздин кыргыздар экспорт кылбай эле импорт кылып аткандын негизинен кымбаттап атат деп жооп келтиришти. Биз качан гана өзүбүз импортту жапсак, Өзбекстанга, Казакстанга, Тажикстанга малдар тирүүлөй эсебиз менен кетип жатат. Ошондуктан өзүбүзгө калбай эттин баасы өсүп жатат деген кыянатчылык. Эгерде Кыргызстандын ичинде эч кандай экспорттоого шарт түзүлбөсө, дыйкандар импорт кылууга мажбур. Бизде кандай жолдор бар? Өзүбүздө экспорт кылып жана өзүбүздүн ошо эт багытындагы кымбаттап аткан ценаны түшүрүш үчүн. Ошол топокто Өзбекстанга алып өтөт. 2-3 ай кармап туруп, аны Европага чейин экспорттоот. Биз тирүүлөө импортто берип атабыз да. Ошого бөгөт коюшту. Натыйжада кыянат чыккан жок.
эмне кылыбыз керек эле? Мен сұрағыңызды түсіндім. Машина деп атпаймын. Мысал үшін айтып, Монғолияда Безоктың басы, орташа басы 200 доллар. Қытайда да арзан. Біздің басы 1000 доллар. Рынок экономикасы, базар экономикасы деген алып сату деген сөз. Бізде плановый егерде экономика жоқ. Базар экономикасы арзан аласың, қымбат сатасың. Тосқоldық қылғанмен проблема шешілмейді. Тосқоldықты жағын жақсаң, екінші жағын контрабанда күшейеді. Ең негізгі проблема мен айтып жатқан лаборатория мәселесі. Шарт түзу. Екіншіларға нормальный шарт түзу кешкен. Қандай шарт? Жаңағы налоговый бюджетный политика. Ошоны өздөрү стимулирование деп коюп, шарт түзбөйсүн. Екіншіден, лабораториядан түзбөйсүн. Эгерде бизден малыбызды сатып алса, эсеге кубаныч керек. Себеби сапаты жакшы. Баракта берип жатат, телефон берип жатат. Егерде бизге бербей калса, анда проблема болчу. Бул ел сатып алабыз деп алып кетип атса, бул жакшы проблема. Муну жөнүндө нормально чечишке болду. Кадай? Алмаз мырза, мындайлады. Қазір мындайлады. Жігіттер, қыздар, бізде Қырғыз Республикасында мемлекеттік сатып алу жөнінде мыйзам бар. Біз аны 2004 жылы қабылдағанбыз. Мемлекет егерде қауіпсіздік бойынша саясат жүргіземін десе, мемлекеттік сатып алу мыйзамын киргизишет. Развитое государство, как оказывается поддержка, субсидируется сельское хозяйство. Государство гарантирует. Если ты сегодня производишь картофель, ты точно знаешь, производитель, что осенью ты будешь продавать не менее чем за $1. Если цена будет падать, то государство выкупает в любом случае за $1. Вот это называется субсидирование. Это не означает, что наличными деньги дает на руки крестьянина, и потом крестьянин выращивает. Нет, абсолютно нет. К сожалению, у нас кадров нет. Таких элементарных вещей не понимают. И политика категорически не проводится. Потому что для того, чтобы проводить политику, там должны быть грамотные люди должны сидеть, которые четко понимают сегодняшние условия рыночной экономики. Мы должны четко заниматься, что сельское хозяйство, Министерство сельского хозяйства, он должен быть брокером на то пошло. Там должны быть маркетологи сидеть, а не политики. Потому что нұрбек сен айтып отқандай сен алмаштырып отырсың да, импорттап отырмыз, экспорттап отырмыз. Не надо путать. Если сегодня мы четко знаем, что кыргызское государство, кыргызское население, народ Кыргызстана за год сколько мяса употребляет, и мы должны анализировать, по какой цене покупательская способность позволяет покупать мясо Кыргызстана. Я сам хожу в магазин. Дрожащими, трясущимися руками бабушки по 200-250 граммов покупают мясо. Жалко смотреть. Сердце кровью обливается. Жалко на них смотреть. А енді үшін ушундай болуп, Союз көтөрүп кетти 60 чейин. Потому что расчетчик. Он сейчас говорил плановая экономика. Плановая экономика – это мощнейшая экономика. Любое государство должно иметь план. Как и любая семья. Баламды үйрем дедің бе, қанша кетеді? Момынша 100 000 ақша керек. Сен ошоны жинап баштайсың. Қызыңды күйеуге шығарам дедің бе, қанша керек? Момынша керек. Үйді ремонт қылам дедің бе, ондай дедің бе, момынша керек. А что за государство, которое вообще пускает на самотек? Плановая экономика нужна. Если первая экономика в мире, Америка или там Китай, японские государства, Япония до сих пор это плановая экономика. Бізде бүт барын тескені түшіндіріп баштады да. Жамандаса эле ошо союздукку, жамандаса эле плановая экономика, жамандаса эле рыночный экономикага даяр эмеспиз. Рыночный экономика деген эртең эмне жейм дегенимди бил болду. Кимге канчаны сатам, канчадан алам, бүттү. Это не монстр какой-то там.
Мне так кажется, что пока государство, правительство, особенно Министерство сельского хозяйства, не будет заниматься своими прямыми обязанностями, ничего не получится. Абсолютно ровным счетом ничего не получится. Bizde herkes arkada цифраны айтады. 1 миллион гектар айдоо жерибиз бар. 1 200 000 тонна un жейбиз bir жылда. 1 200 000 тонна. Кыйын ушун эсебин чыгарып алыш. Ошон үчүн канча буудай өндүрүшүбүз керек. Но макул, клейковидности бийик болгон буудай өстүрө албайбыз. Сильный пшеничный сорта. Но элементарный там фуражный өзүбүз өстүрсөк болот. Болот па? Ржаной өзүбүз өстүрсөк болот па? Кара буудайдын наны бүгүн ак буудайга караганда эки эсе кымбат болуп атпайбы? Башта каранан жебейбиз деп мурдубузду чүйрөтөк, азыр каранан ак нанга караганда кымбат болуп атпайбы? Кыргызстандын тоо таштарында өскөн буудай баалуу болуп атпайбы? Анын үчүн эмне керек? Мээ керек, баш керек, уюштуруучулук керек. Башка эч нерсенин кажети жок. Кечиресизби? Жигит, сиз менен ушуну менен аяктайбыз бул тема. Сиз сурадыңызбы? Особенно бизнес экономика, мне кажется, бюджетообразующий культур, да? Вокруг с ней связана эта ситуация, насколько она отрицательно повлияет в реалии, если даже Кыргызстан оценивает. Ну, это реальный вопрос, да. Насколько она повлияет в дальнейшем на инвестиционный климат, на наше вообще формирование бюджета, пополнение бюджета сейчас. Если Кыргыздар ошо толугенен иштеп кете алабызбы өзүбүз? Любой проекты өзүбүз иштетсек, жалгатсак, өзүбүз делемесек болот. Кыргызстан керек, немистер бар, Кыргызстан беребиз. Бирок кийин карашы 2011 жылы биздегилер макул болбой коюшты. Муну ушинтип айткан. Бирок өзү иштеп кылабызбы жок деген гана суроо берди. Өзүбүз иштете алабыз. Мүмкүнчүлүгүбүз бар, бирок контор эмдөгө эртең менен айта албайм. Биз мындай кылсак, урматтуу коллегалар, караңыздар, бул экономикалык тил, мейли, сан. Мындай кыламычы? Кыргыз Республикасы сырттан буудай сатып алганга канча миллион доллар сарптады? Элестетиңер. Ошол миллион долларды кыргыз дыйкандарына жыл башында бөлүп берип койсок, ошончо буудайды өзүбүз өндүрө алабызбы? Жокпу? 100% айтам, өндүрөбүз. Бул жерде аябагандай чоң мафия иштейт. Өкмөт кызыктар эмес. Кыргыз дыйкандары буудай өндүргөнгө кызыктар эмес. Ортосунан маржа түшпөй калат. Кыргыз өкмөтү өзү жердин астында жаткан миллион, миллиард тонна көмүрдү чыгарып өзүбүздүн теске жаксак болобу? Болот. Эмне үчүн аны жасабайт? Себеп ортодо маржа жок болот. Ушундасыздар. Коррупция биротоло муунтуп, айылдан өскөн жигиттер кыздар билет, сары чырмак деген билесиңерби? Кадимкидей картошканы дагы жүгөрүн да бууп салат, соруп ичинен согот. Белин кур менен куруп мындай тартып койгон кыздар дагы кысып салат ар жагы. Бизди сары чырмак каптап калган экен. Бийликти сары чырмак каптап калган. Эгерде биз ошо сары чырмакты тырмак менен жылып алып ыргыткан болсок, Кыргызстан өнүп, өсүп кеткенге 100% мүмкүнчүлүгү бар. Ошого жетпей атабыз, ошого жеткирбей атабыз. Себеби эмнеде деген суроо жаралат. Себеп коомдогу жоопкерчиликсиздик. Жалпы элибиздеги жоопкерчиликсиздик. Жанагындай шайлоолордо боло берет, эч нерсе эмес. Тумаланып кетсе дагы эч нерсе болбойт. Жаңылышып калса эч нерсе болбойт. Ката жазып койсо эч нерсе болбойт. Мына ошол ката жазып койгондордун кесепетинен илгери мультфильм бар эле. Баягы ничего не получится, ничего не случится. Если допустил ошибку, помните, да? Он измерения перепутал и натыйжада оказался в Арктике. Агайлардын маңдайына түшүп калган. Туура эмес эсебин чыгарып алып, дагы бир азапка түшүп калган. Ошол мультфильм бүгүн Кыргызстан. Опять двойка, да. Опять двойка деген мультфильмди көрсөңөр, философиясы ушунда турат.
кичинекей нерседен жаңылып калса эч нерсе болбойт. Кичине эсептен жаңылды, натыйжада ит көрбөгөн карлыктарды көрдү ошол бала. Кыргызстандагы кичине эле жаңылып коет, тайекем экен, жээним экен, күйөө балам экен, бөлөм экен. Натыйжада мына ушул азапты көрүп атабыз. Мен Леонид Николаевич Калашников деген журналист бар эле, мыкты журналист бар эле, иштеп аткан, азыр пенсияда. Вот мы как раз с ним беседовали, как мы можем обеспечить продовольственную безопасность. Я тогда бил тревогу в 2012 году. В Кыргызстане грозит опасность продовольственной безопасности. На колени может поставить любую страну, если перекроет кислород по обеспечению продовольственной безопасности. Не надо даже воевать. Вот эти дни мы сегодня, к сожалению, переживаем. Бұл тема, вечная тема, түгөнгүс тема, сүйлей берсек болады, бирок жана Алмаз мырза айткандай, сүйлөгөндү уккан киши барбы? Жок. Сунуш берсең ошону кабыл алган өкмөт барбы? Жок. Эмне үчүн вот иногда здесь представители средств массовой информации сидят, почему радикализируется та или иная часть? Радикализируется именно из-за того, что та или иная группа не может докричаться до власти. Нормальным человеческим способом невозможно достучаться. И в результате начинает радикализироваться. И объединяться, решать вопросы радикальным путем. Вот, пожалуйста, в Кыргызстане несколько примеров есть, какие вопросы решаются таким способом. Опять сейчас нарастает тенденция, ситуация, что экономисты кричат, не слушают, журналисты кричат, не слушают, эксперты кричат, не слушают, специалисты кричат, не слушают. Потому что гетты, чуркаламойден гет парша, вот эта радикализация приведет к очень плачевной ситуации. Мы об этом предупреждали всех практически без исключения президента. Надо слушать, надо уметь слышать, надо собрать, надо поговорить, надо обсуждать. Джо, каждый президент себе подобных подбирает и начинает там сверкать. Birinci tema, Алмаз мырза, сіз сунушыңызды беріп, буквально екі сөйлеммен даярдап тұрсаңыз, берсеңіз әзір, что надо делать? Срочно, что надо делать? Письменно. Дайте, пожалуйста, свое предложение, и мы в заключение примем. Екінші мәселе. Эрик Исраилов мырза, вы знаете Эрика Исраилова как журналиста, как молодого, я до сих пор на него смотрю как на молодого журналиста. Интервью алываткан, интервью өзүнчө жанр. Айдан мырза жакшы билет, Толкунаев жакшы билет, здесь Диля Юсупова. Брать интервью намного сложнее, чем давать. Вот. Интервью берип аткан кишинин деңгээли, кандай бийик деңгээлде болот, интервью берип аткан кишиден эмес, көбүнчө алып аткан кишиден көп нерсе көз каранды. Эрик Исраилов в последнее время часто берет интервью не только из тех политиков, которые у нас есть в Кыргызстане, особенно из зарубежные. Мне помнится его интервью, великолепное интервью Кьеза, известный итальянский журналист, писатель. Он был депутатом Европарламента от Италии. Так, Эрик? Да. Джузеппе Кьеза, да? Покойный. Джульетта. Джульетта Кьеза, да. И нам посчастливилось его пригласить в Бишкек, и в Бишкеке мы с ним тоже проводили круглый стол, пообщались. И вот Эрик Исраилов, у него тема, очень злободневная тема, фейковые новости или фейковая информация как государственная политика. Перед тем, как экономический вопрос закрыть, уважаемые коллеги, очень хорошо готовились наши молодые ребята, сколько сейчас цена на сливочное масло, на растительное масло в Российской Федерации, в Казахстане. Они сделали великолепный слайд, но Мирлан Ураимов пришлось срочно выехать, потому что он выехал, потому что все слайды были у него. Великолепная аналитика была. Мы завозим откуда? Из Российской Федерации.
В России цены на масло, на сахар, на иные какие-то там продовольственные продукции не так выросли, как на 100%, как Айдамыр айтқандай. Если 300 с чем-то сомов было там 5-литровое растительное масло, да, масло из семечка, да, сегодня у нас в Кыргызстане 900 сомов. Это практически сколько раз получается? 300%. 3 раза подорожало. Сахар на сколько процентов подорожало в Российской Федерации? У нас есть видео, к сожалению, можем показывать? Артур, сағат что надо? Аттин Арман. Мы сделали великолепное видео. Нам подготовили вот эти материалы наши молодые ребята, которые временно проживают и работают в Москве, в Московской области. Они ходили, снимали видео в Москве, в крупных торговых центрах, сколько стоит растительное масло, сахар сколько стоит, масло сколько стоит, там, мясо сколько стоит. Почему столько подорожало? Те, которые привозят из Российской Федерации, из Казахстана, они единогласно говорят, что сегодняшние пограничники, сегодняшние таможенники сдирают все, что можно сдирать. Они такие планку подняли, поставили. Сколько обязаны заплатить за ввоз? Вот вам, пожалуйста, бардак. Вот вам, пожалуйста, государственная дисциплина. İzlemeyeli biri-birisinden шылтоо. Жоқ, Кыргыз чекарасына келип келаткан жерде аларга төлөмдөрдү 3 есе көтөрүп салышты. Мына коррупция, 100% коррупция. Россиядан келген товар будет таможенный пошлина жоқ болуш керек. Таможенная пошлина жоқ, но незаконная, имеется в виду. Айдамыр. Это коррупция. Мына силерге баягы бюджеттин толтурууну толтуруп атабыз деген азаматтардын бир эсеби ушул. Элдин канын соруп, элдин эсебинен толтурду. Алар айтып атат, биз акча таап атабыз. Кайдан таап атат? Сенин менин чөнтөгүмдөн таап атат. Ушул жөнөкөй нерсе. Экономисттер айтады десең, булар да айтпады да. Айттың баягы саясатчылар айтышка туура келет экен. Бир гана жери биздин чекарадан кирип келатканда терисин сыйрып алып атат. 5 мың теңге платят за то, чтобы возить сюда товар. Мына натыйжада азыр бизде көптөгөн базарлар токтоп калды. Дордо практически токтоп калды. Себеп Казакстан аркылуу келиш ыңгайлуу болуп калды. Бул соңунда айта турган жыйынтыктоочу сөз болуп калды. Сөз Эрик Исраиловта. Фейковые новости, пожалуйста. Но я не думаю, что я скажу что-то экстраординарное, поскольку мы все были акторами этих процессов. Громче говори, Эрик. Я говорю, я не думаю, что я скажу что-то экстраординарное, поскольку мы все были участниками выборных процессов. Это тот период, когда фейки обостряются особо. Но в журналистской среде, я думаю, Диля Юсупова тоже прекрасно знает, все это больше называется дефамацией. Вот фейк это больше, наверное, такое обывательское понятие. Я не претендую на то, чтобы давать оценки. Ну и я хотел бы поделиться только своим мнением. Мы по поводу того, как фейки обостряются во время выборов и с кем все это было аффилировано, я думаю, уже все прекрасно знают, поскольку была проведена целая серия журналистских расследований такими ресурсами, как Клоп, ну и еже с ними. Вот вопрос, наверное, более надо ставить по-иному, с другого ракурса посмотреть, как с этим бороться. Вот здесь вот уже возникает целая палитра мнений. И, кстати, честно, откровенно признаюсь, я сам не могу до сих пор для себя найти вопрос. Точнее, ответ на этот вопрос. С одной стороны, есть определенная часть экспертного сообщества, которая полагает, что с фейками, от фейковых, допустим, новостей должен сформироваться какой-то общественный информационный иммунитет. Когда люди, просто повышая свою, допустим, функциональную информационную грамотность, могут уже автоматически различать, где фейк, а где все-таки не фейк, где все-таки правдивая новость. Другая часть экспертного, тоже медиасообщества, считает, что
государство должно через правовые механизмы регламентировать вот такие вот вещи. Я не знаю, к сожалению, как у нас будет в Кыргызстане. Может быть, нам надо повысить еще, кстати, электоральную культуру, и культуру самого политического истеблишмента, потому что, я думаю, все-таки именно они являются драйверами вот этого всего безобразия, фейкового безобразия, которое происходит в период выборов. Поэтому я думаю, вообще в эту дискуссию было бы крайне целесообразно подключить и Дилю Юсупову, и других журналистов, которые здесь присутствуют, и послушать их тоже. Медиа. Эрик действительно сказал, что отсутствие информационной понятия, как людям жить, очень играет злую шутку в одну сторону и хорошую в другую. Очень часто люди путают информационную безопасность, которая должна обязательно присутствовать, с незнанием. Есть четко определенные вещи, которые люди должны знать и понимать, уметь критически мыслить. И есть вещи, которые людям знать не обязательно, это просто к военной и к национальной безопасности вещи, которые, собственно, как всегда, в классическом государстве прописаны. У нас же все очень перепутано, и очень часто у нас, к сожалению, ВКНБ стал своеобразным местом, где происходит соревнование за то количество людей, которых задержат. И кто больше принесет денег в бюджет. Экономика или ВКНБ. К сожалению, это происходит так. Очень часто у кыргызстанцев отсутствует критическое мышление, и они не понимают, с чем имеют дело. И наше основное направление работы – это донести информацию людям разную. Они могут слушать КТР, могут читать нас, слушать Азаттык по радио, и слушать Берегущий радио. Это все информационные каналы, где они получают информацию. И уже на основе множества мнений составляют свое собственное. Но, к сожалению, такого не происходит. Плохое некачественное образование, определенная политика со стороны государства, делать свое дело, и люди предпочитают замыкаться в своем мире и не понимать, что происходит в государстве. Люди, замороченные на собственных проблемах, их много, вот кандидат экономических наук перечислил это, действительно так. И мы сталкиваемся очень часто с этим, и наша цель, и цель всех специалистов, мне кажется, не просто говорить, а именно предлагать конкретные меры действия для того, чтобы исправить эту ситуацию. Атахан Курсанбаевич предложил письменно предложить меры по решению экономических проблем, хотя бы их публично озвучить, и, возможно, это как-то повлияет. Хотя предположений мало, сомнений много, но, возможно, нас услышат. Я думаю, что это так делать. И обязательно необходимо работать с населением, рассказывать им разные точки зрения. Говорить о том, что у нас плохой ВВП, мы можем с разных точек зрения. Он может быть плохим относительно 2010 года, когда у нас были события, да, может быть лучше, он может быть еще хуже, может быть лучше 91 года. Все познается в сравнении. Люди должны понимать, о чем идет речь. Да. Диля, один вопрос. Как один из корифеев кыргызской журналистики, надо сказать так. Откуда источники вот этой вот фейковой информации? Источники очень простые. Фейковая информация создается разными способами. Люди, пользующиеся фейковой информацией, прекрасно понимают, что интернет – это потрясающая площадка, где можно и нужно, наверное, использовать ради собственной выгоды фейковую информацию, и люди, не обладающие критическим мышлением, все принимают за чистую монету. Особенно если потянуть и монтаж. Для никого секрет, мои коллеги из КЛОПа делали потрясающее расследование, мы в том числе, о фермах троллей, интернет-тролли, которые действительно работают. Это доказано. Они работают на ваших страницах, работают на моей. Вы сталкиваетесь с ним, вы даже не понимаете, что это не настоящее. Но достаточно немножечко критического мышления, анализа, и вы все поймете.
Вы вступаете с ними в споры, объясняют что-то, доказывают. У ТТГБ наверняка тоже были такие вещи, когда вроде человеку объясняешь, он продолжает провоцировать и не входит в конструктивный диалог. Все очень просто. Достаточно блокировать и жаловаться. Слава Богу, я сейчас договорю уже, слава Богу, что социальные сети подконтрольны не нашему правительству, это международная организация, и отношение к фейковой информации достаточно нетерпимо. Жалобы зачастую очень действенные. И я вам советую, если вы сталкиваетесь с фейковой информацией, вам необходимо на нее жаловать. Кнопочки всегда есть рядом, и там расскажут, что и как делать. Хорошо, второй вопрос. Они откуда-то финансируются? Ну, наверняка. Мы, к сожалению, не смогли поговорить с теми, кто работает на таких фермах, но я думаю, вы многие знакомы с расследованиями российских наших коллег, которые делали материалы о работе фейковых ферм. И, как показывает практика, это финансируется из государственного бюджета. Ну, спасибо. Третье, заключительное. Мы можем говорить, что сегодняшняя фейковая информация или фейковые тролли – это как они возвели как государственную политику? Опять-таки, с какой точки зрения смотреть? Фейковая информация, тролли и фейки работают как на государство, так и на оппозиционеров. У каждого маломальски приличного политика есть своя фирма. Я не знаю, у вас есть, нет? Я публично могу сказать, категорически этим не пользовался, не пользуюсь и не буду пользоваться. Но я, в отличие от некоторых людей, которые, сидя где-то там, организовали несколько там групп. Да, это есть, это предоставляются такие услуги, зачастую их найти очень легко. И Мы даже во время предвыборной кампании не пользуемся. Потому что это настолько грязно, настолько это подло, насколько это бесчеловечно. И тем более в исламе это очень жестоко карается. Да, еще реплику. Вот насколько такая дефамация отрицательно влияет на общество, конечно же, она влияет, и очень отрицательно. Я привел такой вот пример, метафору. Если человека поместить в какую-то комнату с искаженным отображением в зеркалах, то он, соответственно, видит, он не обладает в этой ситуации способностью рефлексии, то есть увидеть себя объективно. Также, соответственно, Говори. также, соответственно, и с обществом. Общество при помощи фейков получает искаженную информацию, и таким образом это, соответственно, сказывается на становлении общественного сознания, точнее на его росте, препятствует формированию такой вот зрелой степени этого сознания. Вот. Я бы еще хотел сказать по поводу того, как вот вы говорите, является ли это неотъемлемой частью государственной информационной политики. Я, конечно, не хотел бы однозначной оценки давать, но скажу одно. Вот меня лично глубоко поражает, когда бывшие главы каких-то государственных средств массовой информации, коммуникации, уйдя с должности, проработав там несколько лет, и вот этот вот период не использовав полезно для государства, для общества с точки зрения, скажем так, становления его суверенности и автономности, потом в дальнейшем начинают вопить, что те же государственные СМИ, где они работали, преподносят искаженную информацию. Вот это меня, конечно, больше всего удивляет. И, кстати, вот последнее наше с вами интервью, вы же очень жестко прошлись по власти. Вы же прекрасно знаете, что вы одиозный политик для них. Я был крайне удивлен, когда среди множества, целой сотни, там больше сотни комментариев, мы не увидели каких-то отрицательных. Я, честно признаться, думал, что будет все принципиально иначе, и власть направит на вас ферму своих троллей. Вот, кстати, вот это меня очень удивило почему-то. Все? Да, все. У кого что добавить? Можно у меня вопрос, да, уточняющий? Фейк новость, да, действительно, это развелось после вот социальных сетей, да, сейчас очень так. Социальные сети стали как бы
такой, в кавычках, плодородной почвой для развития вот этого фейк-ньюс. Государственные СМИ тоже выдают, вы если анализировали сейчас данные зрения, фейк-новости тоже. Они пропагандируют это все, или они только сейчас работают только в социальных сетях? Мои эмпирические наблюдения все-таки показывают, что вся эта политика проводится, наверное, в социальных медиа, ну то есть в социальных сетях, поскольку там не работают какие-то ограничители и законодательные регламенты. Ну если вы там не призываете к экстремизму, еще такие вот тяжкие вещи я имею в виду. Ну и плюс, наверное, никакой еще ответственности. Все-таки СМИ, они более подконтрольные. Вот так вот. Есть еще, пожалуйста, толком бар ма? Пока нет. Анда мында бар ма жігіттеріңізде? Фейковые новости деген, Российская Федерация, как было сказано, сейчас принимает ряд законов, которые жестоко ужесточают, категорически ужесточают. Вы знаете, это в интересах не какого-то там человека, а это в интересах государственной безопасности. Вы прекрасно знаете, именно вот эти фейковые новости, к чему привели буквально несколько лет тому назад Египет. Какие последствия сегодня пожинает именно это государство, Египет? Фейковые новости, к сожалению, в Кыргызстане именно возвели в ранг государственной политики. Потому что некоторые чиновники за собой возят целую бригаду. А неискушенный человек информационной политики все это принимает за чистую монету. Мен кыргызча түшүнүктүү болуш үчүн айтайын да, кыргызча айтсам деле түшүнбөй калды көпчүлүк. Мына ошол кээ бир азаматтар артынан ошондой бир бригадаларды ээрчитип жүрө турган болуп алды. Они занимаются именно политикой. Мамлекеттик иш менен эмес. Ушул саясат менен алек болуп калды. Бүтүндөй калп маалыматтарды, канчалык калп маалыматты таратсаң, ошончолук желкеден таптап, сени кызматка көтөрүп калды. Бүгүн кээ бир мамлекеттик министрликтерде, мамлекеттик ишканаларда, өкмөттүк структураларда ошону менен алек болгон 7-8 кишини, 7-8 кыздарды башкарган азаматтарды министрлерди ар кандай кызматтарга коюп башташты. Себеп мамлекеттин эсебинен каражат алып туруш үчүн. Сиз түшүнөсүзбү ушул мен айтып аткан сөздү, түшүндүңүзбү? Кечээ карасаң бир блогер болмуш болуп калат, кийин эле карасаң бир министрдин жардамчысы, кеңешчиси. Эмне кеңеш берет алар? Жок, ал ошол өзүнүн жетекчисин эртеден кечке чейин ажатканага барганда чейин мактап жатып калыш керек. Кечинде отчет берет экен, бир күндө канча жолу жаздым, мени мага каршы болуп аткан кишини канча жолу караладым. Көрсөт, отчет. Ошого жараша каражат алышат экен. Ана өткөндө бир кыз жазып чыкпадыбы? Мен аябай көп акча алып атканыма карабастан, болду мындан ары карай чыдабай. Бетим чыдабай калды, мындай калп маалыматтарды таратканга деп. Чыкты, көрдүңөрбү? Мана ошол сиздер айтып аткан фабрикадан чыгып атат. Маалымат фабрикасынан чыгып атат. Эгерде Кыргыз жогорку кеңеш бүгүн жок, жогорку кеңеш 27-синен кийин мен алар жогорку кеңеш катарында таба алмайм. Өнүккөн мамлекеттерде, демократиялык өлкөлөрдө мыйзамдар чыгып атат. Өзүңдүн жүзүң менен, өзүңдүн бетиң менен, өзүңдүн паспортуң менен аккаунт ачсаң болду, кире аласың, башкасы жок. А Кыргызстанда жайлуу да. Жапай жайлуу да. Бир азамат 30 телефонду кучактап отурат. Канча эркектер кыздардын аты менен келип атат. Не деген сөздөр менен сүйлөп атат. Ошонун баарына кош колдоп, колдоо көрсөтүп аткан бүгүнкү бийлик, эгер айта албасаңар мен айтам. Баарыңар билип турасыңар, бирок айтпайсыңар да, тымпыймабыз да биз кыргыздар. Тымпыйып, кокуйуп, менден кетпесин. Билип турабыз, сезип турабыз, бирок айтпайбыз. Айтсам эффекттер жайда. Мына көрдүңөрбү? Демек алар утуп баратыптыр. Утуп баратыптыр, как раковая опухоль. Здоровый, сильный организм, казалось бы, маленькая какая-то там опухоль, и она начинает пожирать сильный здоровый организм.
Почему? Все потому, что мы просто молчим. Biz жақтырақ қойғыз, қойсаға да тиіп кетпейді, қоймаға да тиіп кетпейді. Аллахтан қорықпай қалдық та, пендеден қорқып қалдық. Мына ошол қаншалық гүркіратып қой берген сайын, маданиятты инсандар төмендеп барады. Маданиятсыз қараңғылық, жапайычылық үстіңден тебелеп өтіп барады. Ана біз отырып алып айтадығыз. Елнеге нан қымбат, елнеге май қымбат, елнеге картошка, сәуіз, пияз қымбат. Ошол үн шықпай отырғанның кесібетінен ұшындай болды. В 2007 году я проводил заседание собрания в Академии наук Кыргызской Республики. И тогда я говорил, тогда академики выступали, говорили, что мы уничтожили народное образование, мы уничтожили науку, мы уничтожили Академию наук. Я этим уважаемым академикам задал один вопрос. Все это произошло при вашем молчаливом согласии и под бурными аплодисментами уважаемых академиков. 14 лет управлял нашей страной академик, бывший президент Академии наук. Пожалуйста. Потому что все академики тихо, спокойно получали зарплату и молчали. Пока уничтожали и народное образование, и школьное образование, и высшее образование, и науку. Так толком. Молчали же. И более того, они одобряли, они аплодировали. Вот теперь вот здесь в основном сидят молодежь. Инициатива тоже исходила от молодежи. Вот вы сидите, и как хорошо, что Мадунаров говорит об этом, а я помолчу. Да, пожалуйста. А можно вот Эрику Едине, да, вопрос? Вы, как бы журналистская братья такая, вы как-то, у вас есть какие-то предложения, да, в части именно борьбы с фейком? Вы как-то там какие-то предложения, как-то с какой-то законодательной инициативой или еще что-либо? Вот вы возмущены, что нас всех сразил этот вирус, да, фейк? А вот что-то вот журналистское братья конкретно предложит нам сегодня или нет? Какие-то у вас есть сообщества, объединения в борьбе с фейком или как? Или только каждый должен сам с собой бороться? Эрик, вопрос тебе. Ну, во-первых, я бы не стал все-таки. Вот сегодня вы видите, да, по-моему, Гульшата Асылбаева, депутат парламента, лоббирует этот вопрос. Какой? А именно законодательно, да, регламентировать интернет, вот эту сферу. Да, запрещать размещение каких-то материалов. По-моему, ее обидели, то ли гадости какие-то написали. Вот. Она сейчас проталкивает этот законопроект так, аж с неадекватной интенсивностью, аж из себя выходит прям. Эмоции захлестывают. Да. Я бы все-таки не стал, я все-таки думаю, что даже получая фейковую информацию, это своеобразная прививка для общества. Общество тоже неоднородно, оно эволюционирует. И при помощи такой фейк-информации общество тоже как-то растет с другой стороны. Это как ребенок. Пока он не упадет или не тронет что-то горячее, он не будет понимать, что это такое. А если вот так вот уже это на собственной персоне, он уже будет более разборчив. Извини. Вот Атахан Кимсамбай, смотрите, я еще в контексте вашего спича скажу. Вы имели же в виду вот ту революцию, которая прокатилась по странам Магриба, где вы говорили, что... Да. Вот мне доводилось в свое время беседовать с одним человеком, у которого был анализ, насколько социальные медиа все-таки повлияли на эскалацию вот этих всех социальных протестов в странах Магриба. Но этот показатель не превышал 20%. То есть все-таки в основе этих социальных широких протестов лежала не фейк-информация, а все-таки какие-то социальные факторы. Ну, пауперизация массов и так далее. Поэтому я все... Ну, да, конечно, это все способствует. Вопрос? Мы видели в Беларуси телеканал «Нефть». Эрик, вопрос? Я с вами соглашусь, вы понимаете, Пожалуйста. вы говорите, что вот, ну, грубо говоря, каждый должен переболеть,
да, и потом он всплывет, там, кто выживет, кто не выживет. Ну надо же, а вот есть еще такая поговорка, да, вот по-русски, береженного Бог бережет. Вот любая мать своего ребенка, она будет лишний раз беречь, понимаешь, не от того, что вот он, если не упал, он не вырастет. Вопрос не в этом. Но надо же учитывать, что широкий круг массы у нас, и она разношерстная, и уровень образования, и уровень воспитания у всех разный, и мышление разное, правильно. Но дело в том, что, понимаешь, и этот фейк фактически, он же заражает, это как вирус. Вот смотрите. Он пагубно действует, ты понимаешь? Я не говорю здесь о законодательно запрещенных вещах. Я еще раз говорю, Я что не говорю да, законодательно, вот я говорю, вы как... призывы к экстремизму и такие прочие радикальные вещи, они бесспорно должны жестко караться и пресекаться. Там, призывы там, к чему-то и так далее. Ну вот, допустим, пишут какую-то информацию непроверенную. Да, есть, потому что много источников, которые публикуют информацию, которую практически невозможно подтвердить с юридической точки зрения, но она все-таки имеет место быть как явление общественное. То есть если ее сливают, то пусть люди читают и анализируют тогда. Ой, это очень опасное суждение. Очень Но опасное. Атахан Кимсамбаев, все политики идут, как правило, по пути репрессивного инструмента. Очень Мне опасное все-таки... суждение. Вы помните, как правозащитник Алексеева говорила, выступая на очередном форуме перед Владимиром Владимировичем, она сказала одну ключевую мысль. Всегда легче запрещать, но всегда труднее убеждать. Так вот, я где-то согласен, что надо комбинаторный подход применять, где-то запрещать, но и где-то все-таки убеждать. Вопрос не только в запрете, вопрос контроля. Сейчас, Аза. Вот смотрите, Эрик, почему ты в масках сидишь? В маске у меня слабый иммунитет, поэтому я боюсь. У нашего общества тоже слабый иммунитет на информацию. Я могу снять Совершенно. Нет. Хотите? Нет, я просто пример привел. Пример. Смотри, почему? Ты защищаешься. Понимаешь? Ты защищаешься. Ну, это Ты- элементарные меры. Вот это вот. А это тоже для общества элементарные меры. Потому что, вот ты как ты говоришь, ну ладно, давай ребенку дадим нож, порежется и потом будет расти. Не, ну это крайность. Ну извини. Вот эти вот именно фейковые новости могут перевернуть страну. А мы видим, что произошло в Ливии, что произошло в Египте, что произошло в Тунисе, что происходит в других государствах. Ближнее, дальнее зарубежье мы видим. Потому что оболванивания дошли до того, что некоторые страны уже серьезно, молодежь рассуждает так, как будто там Советский Союз напал на эту страну, а видите ли, там Гитлер пришел на помощь. Я с вами Вот так согласен. рассуждаю. Атахан Кимсамбаевич, ну вот смотрите, давайте в относительно недавнюю ретроспективу вернемся и рассмотрим события в Беларуси. Так. Вот там государство обладает широким репрессивным аппаратом. Вот я там был, я примерно знаю, широчайший. Тем не менее, телеграм-канал «Нефта» координировал уличные протесты, находясь на территории другого государства, хотя само государство применяло там меры ограничительные, просто эти меры обходили, используя какие-то фильтры. Все. Так. То есть ни одно государство не сможет обеспечить абсолютную информационную изоляцию. Хорошо. Сейчас, Аза, мне отвечу вопрос экономиста. Сейчас, подожди, вопрос, конкретный вопрос. Сколько ВВП на душу населения в Беларуси? Вопрос хороший, но я не знаю. Вот, теперь, сколько процентов населения Беларуси заболело пандемией, вирусом? Они даже, по-моему, даже карантина не ввели. Ввели? Вот смотрите теперь смотрите. Если вот такие примеры приводить, хорошо ли демократия, хорошо ли там автократия или там диктатура, это неуместно. Речь идет о общечеловеческих ценностях. Мы сегодня говорим о том, что насколько фейковая информация может повлиять, повернуть наше общество в ту или иную сторону. Все единогласно говорили, что наше общество неподготовленное, не способно анализировать.
любую информацию послушает, и они поверят. Тем более, мы очень доверчивый народ. Сегодня каждый маломальский бизнесмен имеет определенную группу, которая через эту группу себя обеливает. Пожалуйста, вчерашние, скажем, не совсем такие благовидные люди сегодня уже становятся героями. На них народ равняется. Их народ слушает. Народ начинает жалеть их. Начинает поднимать, возвышать. Вот о чем разговор. Спасибо, Александр, за организацию сегодняшнего мероприятия в том числе. Вот я как именно координатор юридического сообщества здесь больше хотела бы выступить вот в защиту вообще в целом концепции вот этих медиапрограмм, да? Вот само по себе имеет огромное место то, о чем вы говорите, что государство должно иметь концепцию именно вот по медиабезопасности. Да. Но важно отметить, что правообладателями, в особенности социальных сетей, не является Кыргызская республика. Она не подлежит юрисдикции Кыргызской республики. И когда наши депутаты пытаются проводить такие беспринципные законы, как, например, закон о манипулировании информацией, когда вводят ограничительные меры для средств массовой информации, и когда, например, пытаются контролировать интернет-пространство, это игра вот в детские игры. Я больше это так воспринимаю, потому что все, что не принадлежит нашей юрисдикции, возможно защитить только методом, когда умное правительство заключает очень хорошие взаимовыгодные соглашения с правообладателями социальных сетей, когда интернет-провайдеры работают на самом качественном уровне, и когда, вот, например, за период конституционного референдума, когда мы очень активно боролись с незаконными действиями власти, было направлено рядом организаций в компанию Facebook обращение по ликвидации фейковых аккаунтов. Но так как не было организационной группы, кто бы очень много направлял, те смс, которые были направлены, Фейсбуком были обработаны в течение 3 недель, 4, и информация, и аккаунты были удалены без возврата. И вот если бы этой работой занялось бы правительство, вместо того, чтобы паспортизировать. Вот сейчас, например, депутаты говорят, мы введем закон о манипулировании и начнем паспортизировать. Но извините меня, это будет касаться только граждан Кыргызской республики. А что делать, например, гражданину Кыргызстана, который в Америке? Он не подконтролен нашему законодательству. То есть, по своему сути, это закон для меня, вот для гражданского активиста, который, например, или для представителя СМИ, чтобы он, если что-то против власти сказал, чтобы его колпашили. Это против вас, как для оппозиционера. Но это примитивные меры, которые ни в коем случае не дозволимы для развивающейся страны, где даже военно-техническая база слабая. Для нас очень присуща именно открытость. Поэтому вот то, о чем вы говорите, имеет место быть. Но это именно концепция медиаполитики в стране, и государство должно быть основным пропагандистом и основным лояльным партнером крупных социальных сетей, и он должен работать над образовательной системой для нашего населения. Я как раз об этом и говорю. Но вторая часть, нельзя ни в коем случае на этапе нашего развития применять любого рода примитивные меры, принимая законы об ограничении деятельности гражданского общества, средств массовой информации и ограничения вводить даже для провайдеров, пользователей интернета. Потому что любые карательные меры очень плохо воздействуют на развивающуюся страну, где госбюджет образуется не за счет самого государства, а образуется за счет частного сектора. И еще третий момент, вот я вижу очень хорошую основу, вот то, что вы начали прорабатывать, и медиадиалог, вот организация, они начали разрабатывать концепцию. Я, с вашего позволения, хочу на самом деле соединить вас, для того, чтобы, может быть, вот ваши посылы и их документ, потому что они разработали концепцию, вот именно интеграции с государственными органами, как улучшить медиабазу. Может быть, там на самом деле имеет место вот ваше мнение и ваша вот хорошая идея, она могла бы подкрепить. Потому что у них уже выработан с участием журналистов, медиа, блогеров вот такой концептуальный документ, но пока государство его не готово принять.
Хотя вот у меня к вам большая просьба, что на самом деле, являясь политическим деятелем, если бы вы вот еще пропагандировали бы, чтобы вот закон о манипулировании не прошел, чтобы не проводились никакие ограничительные меры в адрес свободы слова, действия гражданского общества, иначе мы просто покатимся вниз, когда мы и так в тяжелейшем положении. Спасибо. Да, проблема, дорогие друзья, не в том, что законы принимаются, а проблема в том, что как они применяются, по отношению к кого применяются. Она избирательное правоприменение. В этом и трагедия. Понимаете? Законы сами по себе – это не совсем плохие законы. Но какой-то закон будет применяться мне в полную силу. По отношению. По отношению к вам, по отношению к нам она будет применяться. По отношению к тем, которые, о ком мы говорим, они не применяются. Абсолютно и категорически не применяются. Для того, чтобы законы работали для всех одинаково, должно быть здоровое, нормальное, интеллигентное, зрелое общество. А как мы можем воспитывать зрелое общество, если мы изначально даем неправильную информацию? Пропагандируем неправильные ценности. А как мы пропагандируем сегодня? Юндотуда чарвата сюлева. Но о чем это говорит? Жоқ, елім жиштір қойда ақша жина, ақша менен депутат болып. Как мы будем воспитывать общество? Ақшам болса барлық мәселені шешесің. Ақшам болса соттағы сенікі, прокурордағы сенікі. Как мы можем изменить, дорогие мои друзья? Здесь палка в двух концах. Воспитывать только путем ужесточения каких-то правил – это единственный метод на сегодняшний день. Это единственный метод. Но в то же время, как разговаривать, айтты. Баш кесмек бар, тіл кесмек жоқ. Сөз еркіндігі бар. Но ойнап сөйлесең де ойлап сөйле дейді. Шындасың? Бұттан тайсаң тұрасың, жақтан жанасаң тұрбайсың дейді. Видите, какие жестокие сравнения? Споткнулся, можешь встать. Ошибся, ты не встанешь, никогда не станешь человеком. Сөзің кетті да. Сөзің кетті. Бұл сөз еркіндігі деген бұл кесіпке тиешесі жоқ. Жалғыз журналистік емес сөз еркіндігі. Сөз еркіндігі адам туылғанда сөзіне еркін, айтқанға еркін. Біз азыр үшін алмастырып алдық. Сөз еркіндігі жалған журналистерге кешіру сөздік жоқ. Адам сөз еркін болуш керек, адам еркін көреді. А біреу алардың еркіндігі жоқ та, бүгін қандай дейсің? Бүгін КТР барып сөйлей аласыз, сіз сөйлей албайсыз. А есть закон о запрете, что вы можете выступать через КТ? Нету закона, но однако запрещается. Бүгін, то, что Мадумаров сегодня выступает, то, что говорила Диля Юсупова или Айданбек Ахматов, КТР көрсету, этика. А что есть запрещающий закон? Нету такого закона. Мы же по понятиям живем. Ушул жөнүндө айтпакта биз канткенде туура, таза, туура, коомду тарбиялай алабыз. Эгерде биз былгытып, сасытып бир немелерди аралаштырбасак, ошондо коом таза болот. Эмне үчүн Советтер Союзу аябаганда маалыматтык коопсуздукка каттуу көңүл бурган. Эгерде маалыматты ушул сөз эркиндигин чаржайтып кое бергенде Кыргызстан болчу. 41-ші жылда утулмак Советтер Союзу. Потому что мощная пропаганда была со стороны нацистской Германии. Мощнейшая пропаганда, сильнейшая пропаганда была. Извините меня. А это разве не свобода слова со стороны Германии? Это тоже свобода слова. Но, как здесь правильно было сказано, а общество готово принимать, обсуждать и сортировать информацию? Абсолютно нет. Сколько процентов было грамотности в начале, в конце 30-х годов в Советском Союзе? Меньше половины, наверное. А как они могли бы анализировать, какая правда, где нет? Сегодняшнее наше общество самостоятельно не в состоянии анализировать, где правда, где ложь. А это очень опасное общество, дорогие мои друзья. Не надо здесь как раз манипулировать
с понятием свободы слова. Нет, уважаемые друзья, никто не может запрещать никого. Но ответственность никто не снимает. Согласны? Речь об этом. Алдатчылык кырдай берели. Аңгычылыкты да кырдайлы. Көз боямаушылыкты, аферистиктер дайлы. Баягы тыюу салынган бүтүндөй баалуулуктардын баарын ыргап чыга бербейби? Сөз эркиндигине. Андай болбойт. Менимче кеп ушул жагдайда жүрүшү керек эле. Сиздин пикириңиз маанилүү. Эгерде кийинки ошол тегерек столдогу чогуу биргелеши даярдаган болсок, абдан жакшы болот. Түшүнөсүзбү? Коом дайым эле мыйзам менен жашабайт. Коом дайым мыйзамга баш ийбейт. Мыйзам дайым коомдун кызыкчылыгын коргобойт. Мыйзам бул коомдук келишим. Эгер ошол мыйзам сизге да макул келсе, мага да макул келсе, бул кишиге да макул келсе, ошондо мыйзам иштейт. Муну кыргыз эмне деп койгон? Адат, салт, үрп. Бүгүн жок да жана кыз күйөөнү кандай тособу жөнүндө мыйзам жок да. Биз ошол нарында болобу, ошто болобу, көөдө болобу, чүйдө болобу ошону тосуп алабыз. Бир Куданы кантип тосуп алабыз? Эч кандай закон жок. Бул коомдук келишим. Вы представляете, что, какое у нас общество и создается? Вот мы сейчас это и видим. Кругом хамство, кругом невежество, понимаете? Они сейчас даже настолько необразованы, да, дети, не от того, что вот их родители не пытаются учить, а потому что они все сидят здесь в интернете. Да? И они, единственное, что могут, они сидят и сплетничают, они не понимают сути, но они при этом распространяют. И это сильнейшее, мощнейшее разрушительное оружие для государства. Вот в чем опасно. Надо всегда, прежде чем думать о чем-то, надо думать о том, ты хотел бы, чтобы твой ребенок или твои близкие это читали и знали. Кто-то, вот вы говорите, вот общество должно само отшелушивать. Это хорошее, это плохое, пусть он сам выбирает. Да? Но дело в том, что это на самом деле не всем дано. Наше общество еще не готово. Понимаете, мы не настолько, как говорится, и у нас дети с рождения, как в Японии, да, не обучаются всему тому, что вот они не готовы к этому. Надо об этом думать. И любое, как говорится, вот такое негативное, надо всегда думать о последствиях. Я считаю, что законы должны быть жесткими. Да, кече жигиттер кыздар көрдүңөрбү? Баткендеги чатак чыгып атса, ошол жерде айтылат да, Бишкектеги студенттер айтылат. Баткен менен Тажикстан согушуп кетти, жакшы Кыргызстан аралашкан кетти. Көрдүңөрбү? Көрдүңөрбү, айна садагалар. Көрдүңөрбү баарын ошону? Анан кандай дейсиңер аны? Анан кантип өзгөндө ушундай деп айтып коет да, күрүчүн өзүнчө, күрмөгүн өзүнчө карагылачы дегендей. Күрүч менен күрмөктүн аралашты билбегенден кийин аны эмес кантип айтабыз биз? Сен күрүчүн алып кал да күрмөгүн тазала деп кантип айтасың? Ошол сыяктуу маалымат өтө коркунучтуу. Баа берип атасыздар. Балапан уядан эмнени көрсө учканда ошону алат дейт. Балапан бүгүн ошол биздин Буля айым айтып аткандай, бүгүнкү мектепте окуп аткандай. Эмнени көрүп атат? Я же приводил пример, там украинская молодежь сейчас на 100% уверенно говорят о том, что Сталин напал на Украину, Советский Союз, а Германия пришла на помощь. Вот так. Ошолордун чоң аталары тирүү туруп, согушка катышканда айтып отуруп, ишендире албай койду балдар. Так не было деп. Мага деле азыр жаштар келип айтат, Союздун мезгилинде мынткен экен, Союздун мезгилинде анткен экен. Жок, жигиттер, андай болгон эмес. Союздун мезгилинде мектеп бекер болгон. Ден соолукту бекер чыңдагансың. Жогорку окуу жайда бекер окугансың. Дагы сага стипендия берген, көрпө төшөк шейшебиңди берген, тамагыңды берген, китебиңди берген, жатаканаңды берген, эч ким ишенбейт. Жомок. Себеби азыркылар жалаң төлөп алды. Алда тескерисинче өкмөт бизге төлөткөн. Бирок ишенбейт азыр. Андай болуш мүмкүн эмес дейт. Мен өзүмдүн балдарымды да ишендире албай атам. Себеби эмне кылып койдум? Мени бурап койгон. Акылды башка жакка буруп койгон. Эми бул сөз өтө чоң сөз, түгөнбөгөн сөз. Биздин
регламент боюнча азыр кофеге тыныгууга чыгабыз. Ошонун алдында Алмаз мырзадан сурайм, жазуу түрүндө жигиттерге берсеңиз сунушуңузду. Эрик, то, что о чем ты говорил, пожалуйста, в письменной форме дай нашим людям. Они, пока мы вернемся из перерыва, напечатают, подготовят, и мы должны принять это как резолюция сегодняшнего круглого стола. Согласны? Кимде сунуш болгон болсо барып дагы кошумча бербей. Уважаемые товарищи, хотелось бы акцентировать ваше внимание на то, что, конечно, проблема нашего общества заключается не только в экономике, но и в нас самих. Нравственная составляющая. Нравственность, морально-нравственные ценности. То, что мы утеряли, очень трудно будет возвратить, во-первых. Во-вторых, выборы. Мы видим, насколько грязно сейчас проходят выборы. Выборы стал удел для богатых. Есть деньги, он идет. Нету борьбы программ, нету борьбы идей. Это очень плохо. Это очень плохо. То, что мы за чертой бедности, это понятно. Пока государство, пока мы сами не сможем сделать так, чтобы у руля пришли хорошие люди, грамотные, чтобы каждый занимался своим делом, мы так и будем продолжать опускаться вниз. Поэтому, уважаемые товарищи, спасибо за то, что дали нам тоже слово. Я думаю, что в будущем все будет. Biz quvonchli 100% belgilab, mana bugungi jinoyat nazoratda bari to'xtalib, bari harakat qiladi. Keyingi to'g'ri stolda mingdan da cho'ngroq masshtabda generiya qilib o'tkazishga harakat qiladi. Agar sen jasosan, men jasosam, kim jasaydi? Sen aytmasang, men aytmasam, kim aytadi? Ama bugün açık ma'lumotlarda söz var desa, bunu chiqib o'tiribmiz. Qayerli men aytishga to'g'ri keladi. Mana shu desam, biz bilib turamiz, ko'rib turamiz, biroq aytib kelib kelmaydi. Anda shuni bilan to'g'ri stolni yopsak, boshqa hech kimda so'z yo'qmi? Sonuç anda shuni bilan to'g'ri stolni jiyintiqlaymiz, barimizlarga rozichilik bildiramiz. Kommunistiya partiya, Qirg'iziston Kommunistlar partiyasiga rozichilik bildiramiz. Oldin ola hozir cho'g'ilishib, birgalashib yozib ko'rib, jarayonlarga harakat qilsangizlar, men aralashmayman. Aralashsam, daha aytasizlar, siyosatchidan ketdi deb, sizlar siyosatda aralashtirib aytib, Mirvet Mirza aralashib cho'g'il jasab. Ko'rdilar. Сөйлештік пе? Кейінгі маданият мәселесін даярдауны, Құдай қаласа, біз Рысбек Мырзамен чоғыл ішке ашырамыз. Құдай қаласа. Бұл өте керекті мәселе. Өте керекті. Бізде де керек мәселе. Барыңыздарға рахмат, көрішкенше амандық болсын. Игілік болсын.